Татьяна, программа наша называется «Секреты татарской кухни». Расскажите, пожалуйста, секрет. Как вы стали главным редактором журнала «Татарстан»? Если это можно рассказать, конечно. Тому предшествовал долгий журналистский путь. У нас все журналисты, они в Республике Татарстан, они ходят по кругу. Они все работают в одних и тех же газетах, например, там «Казанские ведомости», да, «Восточный экспресс». И... Ну вот молодые журналисты нас смотрят. За какие такие заслуги могут пригласить человека стать главным редактором, тем более главного журнала? Ох, вот это прям интересный вопрос. Наверное, выбирают лучших. Ну, кого лучше найдешь в нашей республике, кроме меня? Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Внимание! Сегодня с нами готовит главный редактор главного журнала Республики Татарстан, журнала «Татарстан». Встречаем Татьяна Вафина. Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте! Всем здравствуйте! Всем исямисис! Раз у нас журнал «Татарстан», то я узнаю этот тортик. Да, от журнала «Татарстан» торт «Татарстан». И плюс годовой запас Татарстана. Это журналы, чтобы вы читали, просвещали, знали, что у нас происходит в республике, что готовят в республике, потому что в журнале «Татарстан» тоже есть кулинарная рубрика. У нас есть такой специальный фартучек, редакционная кухня называется, где все журналы, вернее, один журнал «Татарстан» с 1920 года он существует, и как он назывался в разные времена, как выходил. Это вам наш такой подарок. Большое спасибо, Татьяна, большое спасибо всей вашей редакции. Татьяна Вафина, журналист, главный редактор журнала «Татарстан». Родилась в Аксубаевском районе ТАССР. Среднее образование получила в Самаре. В 1993 году окончила Казанский государственный университет, факультет журналистики. Работала на набережно-челнинском телевидении, на республиканском радио, в газетах «Казанские ведомости», «Московский комсомолец в Татарстане», «Молочная страна», в журналах «Аргамак», «Амазонка», «Татарстан». Возглавляла газеты «Восточный экспресс», «Молодежь Татарстана». С 2015 года главный редактор журнала «Татарстан». Ведет две авторские рубрики «Редакционная кухня Татарстана» и «Деревня». Татьяна замужем, воспитывает дочь. Татьяна, расскажите, пожалуйста, что мы сегодня будем готовить. Но, конечно, я уже вижу вот эту баранью ногу. Да, мы будем готовить то, что любят все настоящие мужчины. Это баранью ногу. На первое. А на десерт у нас будет сухарник. Начинаем с бараньей ноги. Да. Расскажите, какой рецепт? Что делаем? Чем рецепт помочь? самый простой. Это рецепт от бабушки моего мужа. Махира ее звали. Она жила в деревне Нарат-Елга. И всегда считала, что мужчину нужно кормить мясом. А так как это были, сами знаете, какие времена советские, больно-то никаких продуктов не было, кроме, может быть, этой бараньей ноги, то тут набор продуктов минимальный. Это чеснок, которым нужно эту баранью ногу нашпиговать, и аджика, которым нужно эту баранью ногу обмазать, потом заворачиваем в фольгу, в печку, и все. Ну, правда, она должна помариноваться еще немножко, часика 2-3, было бы замечательно. Ну что, приступим, давайте. Чем помочь? Ну, во-первых, вы как мужчина должны отрубить этой ноге хвост, так скажем, да? Сможете? Ой, мама. Так, эту часть мы убираем. Да, с собачком. Сейчас занимаемся тем, что вы берете чеснок и режете его вот так поперек тоненькими дольками. Чтобы удобно было шпиговать. Да, а мне давайте другой ножичек, так, и я буду делать дырки. Надрезики. Надрезики. Татьяна, расскажите, пожалуйста, какие еще блюда вы готовите? Тем более, была бабушка, которая с вами поделилась, вот, например, этим рецептом. У меня было, ну, так скажем, сейчас присутствуют рецепты двух бабушек. Это одна бабушка, значит, моего мужа, которая готовила баранью ногу. А вторая бабушка – это моя, которая жила в Аксубаевском районе. Звали ее Пелагея Терентьевна, и она все время готовила нам всякие сухарники, картовники, лапшевники. Не знаю, как у нее это получалось, но больше всего мне нравился сухарник, и вот мы сегодня его попробуем приготовить. Татьяна, а время-то находите на готовку? Ведь должность главного редактора отнимает много времени. Отнимать много времени, готовить мне, конечно, приходится, потому что у меня все-таки дома и ребенок, и муж, всем надо кушать 3 раза в день. Но я предпочитаю готовить вот что-то очень быстрое, вот как эта нога.
всяких... Это вы придумали кулинарную рубрику в журнале «Татарстан»? Да, это придумала я, кулинарную рубрику. Когда я дома не успеваю готовить, я Вы сразу. прихожу на кулинарную рубрику журнала «Татарстан», который называется «Редакционная кухня», и там уже отрываюсь, потому что это рабочее время, готовь не хочу, сколько Какие хочешь. известные личности нашей республики были в этой рубрике? Скажите, пожалуйста. У нас была Лейла Фазлеева, Кстати, у нас тоже она была. да? И что она у вас готовила? Что-то вкусненькое. Не помню. А вот у нас она готовила вообще замечательное блюдо. Это вот такую огромную тыкву, фаршированную индейкой, какой-то там еще Звучит очень крупой. аппетитно. Ну, то есть это, во-первых, было очень красиво, во-вторых, очень вкусно, в-третьих, очень полезно. И хватило на всю нашу съемочную группу. Сколько у вас там? Ну, у нас, во-первых, есть фотограф, который всегда работает за еду. Да? Мы на видео снимали, у нас есть там Видеооператор. видеооператор и несколько корреспондентов, которые задают вопросы. Но в любом случае цель ведь вашей рубрики, как и нашей, рассказать о вкусной татарской еде. И не только. Нет, у нас не только татарская еда. У нас же два журнала, у нас есть русская версия и татарская. Вот в русской версии у нас готовят какие-то известные персоны, которым вроде бы как в обычной жизни некогда заниматься кулинарией, но там они отрываются по полной программе. В татарской версии у нас о вкусной татарской еде рассказывают. Действительно, Татьяна, татарская кухня, она очень популярна, особенно у нас в республике, даже, кстати, среди школьников. 26 апреля, в день рождения Габдуллы Тукая, в нашей республике отмечается День родного языка. Именно в этот день в лицее Лобачевского прошел большой праздник татарской культуры и кухни, на который пригласили и нашу программу. Это мероприятие стало ярким финальным аккордом в конкурсе лицейских видеороликов на тему секретов татарской кухни. Мы хотим, чтобы дети, во-первых, знали татарскую кухню национальную, чтобы умели готовить, проявляли интерес к этому вопросу. Но самое главное, чтобы умели создавать видеоролики. Мне кажется, что это очень интересное у нас мероприятие. Всегда с удовольствием очень много и лицеистов, и учителей, и друзей, и знакомых участвует в голосовании. Надо отметить, что борьба в этом году была серьезная. И зрителям, и экспертному жюри, в число которых вошел и коллектив нашей программы, было очень сложно выбрать лучшего из лучших. Ребята с большой оригинальностью подходили к реализации своего творческого замысла. А разнообразие блюд также впечатляло. Это и коштеле, и эчпачмак, азу по-татарски, зур-белеш и кыстыбый. Но все же фаворитом и у лицейских экспертов, и у нашей программы стало блюдо талкыш-келеве, приготовленное семиклассницами Камилей Халиуллиной и Камилой Давлятшиной. Скажите, пожалуйста, как идея пришла вообще готовить именно талкыш-келеве? Думали, какое блюдо не будет готовить больше никто из участников, и выбрали его. Вот. Вот давайте признаемся честно, ведь вам помогала тетя, насколько я знаю, да? Да. Готовить талкыш-келеве. А без нее вот сейчас справитесь после мастер-класса уже? Ну да, справимся, только там нам придется тянуть двоим, а не одной уже. Это блюдо очень тяжелое в приготовлении, потому что это карамель, она очень горячая, и чтобы ее тянуть, надо очень много силы, и это надо делать быстро, пока она не застыла, поэтому это достаточно тяжело. То есть только самые настоящие татарские девушки могут справиться с этим тяжелым заданием? Да. А тем временем наша баранья нога практически готова. Да, мы ее нашпиговали. Так хорошенечко чесночком. Осталось ее обмазать аджикой. Да. Пожалуйста. То есть мы используем только аджику, больше ни соль, ни перец. Ничего, это самый простой рецепт. Ну, некоторые, конечно, там делают с лимоном, с розмарином. Мы люди рабочие, нам некогда возиться со всем этим, тем более так получится. Вот просто берем на руку и начинаем втирать. Можно, конечно, посолить, но немного. можно не солить, потому что она соленая. Вот если вы попробуйте, она очень Здесь соленая. самый главный секрет в аджике. В аджике. Она такая получается перченая, ароматная и в меру соленая. Татьяна, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям немного о себе и корни ваши, Аксубаевский район. Да, на самом деле у меня там родина, но родина как? Меня просто туда привезли, родили и увезли. К бабушке привезли. А папа мой оттуда. И папа у меня всегда был журналистом. Он закончил Казанский университет, факультет журналистики. Тогда это еще был историческо-филологический факультет и отделение только журналистики. Дядя у меня тоже был всегда журналист, который работал в Аксубаевской газете. А отца отправили сразу после окончания в Ульяновскую область. И, в принципе, я свою всю жизнь сознательно прожила сначала в Ульяновской, потом в Самаре.
И приехала поступать, опять же, как и папа, в Казанский университет. Продолжай семейные традиции. На факультет журналистики. Вот с той поры профессии своей не изменяла. Чего и всем желаю. Дорогие телезрители, самый сложный процесс приготовления бараньей ноги, хотя он был несложный, закончен. Сейчас мы берем фольгу и... Заворачиваем нашу ногу. Очень хорошо, крепко, чтобы она не протекла, да, потому что во время запекания из нее будет выделяться жир. Чтобы все это томилось внутри себя. Да. Татьяна, программа наша называется «Секреты татарской кухни». Расскажите, пожалуйста, секрет, как вы стали главным редактором журнала «Татарстан»? Если это можно рассказать, конечно. Тому предшествовал долгий журналистский путь. У нас все журналисты, они в Республике Татарстан, они ходят по кругу. Они все работают в одних и тех же газетах, например, там «Казанские ведомости», да, «Восточный экспресс» был, я работала, «Московский комсомолец в Татарстане», «Молодежь Татарстана», которые, вот, к сожалению, закрыли. Давайте еще разочек. В журнале «Татарстан» также я когда-то работала. И... Ну вот молодые журналисты нас смотрят, за какие такие заслуги могут пригласить человека стать главным редактором, тем более главного журнала? Вот это прям интересный вопрос. Наверное, выбирают лучших. Ну, кого лучше найдешь в нашей республике, чем меня? Ну, а может еще и потому, что, вот смотрите, вот сейчас такое время у нас, да? Вот кругом все сайты пишут, что там всех убивают, где-то там война, все плохо у нас. А журнал «Татарстан», мы ему сделали несколько иную направленность. Он у нас делится по частям: разумное, доброе, вечное. Потому что вот у нас в Татарстане, я считаю, ну не все так плохо, вообще неплохо, как об этом ноют некоторые категории нашего народа. Да? У нас очень много хорошего, и это хорошее нужно показывать. А если что-то вдруг плохое и встретится, то нужно просто объяснить людям, как из этого плохого сделать хорошее. С помощью комментариев, каких-то известных людей, специалистов. Ну, наш девиз же республики, вы знаете, только алга, только вперед, с хорошими новостями, с хорошим настроением и с хорошими рецептами. Отправляем нашу ногу при температуре 220 градусов примерно 2 часа? Да, примерно на 2 часа отправляем. Я думаю, что это минимум. Пусть она, томится. конечно, должна была бы замариноваться часика 2, и она бы была немножко другого вкуса, но и сейчас она будет прекрасного вкуса. Итак, прощаемся ненадолго. Опа. Закрываем. Сейчас на канале ТНВ реклама, дорогие друзья, после которой еще одно вкусное блюдо. Оставайтесь с нами. Баранья нога. Баранью ногу нашпиговали чесноком. С обеих сторон обильно смазали аджикой, завернули в фольгу и отправили запекаться в духовку на 2 часа. Уважаемые телезрители, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, у нас сегодня в гостях главный редактор журнала «Татарстан» Татьяна Вафина. Татьяна, большое спасибо, что пришли. И сегодня мы с ней в первой части программы приготовили настоящее татарское блюдо для настоящих татарских мужчин. Баранью ногу запекаем мы, она у нас уже в духовочке. Уже аромат какой пошел. Уже хочется ее скорее попробовать. В оставшееся время есть второе блюдо. Расскажите. Это, как я уже говорила, сухарник, блюдо моей бабушки из Аксубайского района, Пелагея Терентьевна ее звали. Она такое блюдо готовила в войну, чтобы поднять своих детей. Что делаем? Чем помочь? Чем помочь? Вот мы туда добавим орехи, вы режете Грецкие орехи, а я, значит, чтобы не забыть, сначала беру 3 яйца. Подайте мне, пожалуйста, сахар. 200 грамм сахара. Татьяна, хочу поделиться с нашими зрителями очень важной информацией про журнал «Татарстан». Через 2 года, в 2020 году, журнал «Татарстан» исполняется 100 лет. Представляете, 100 лет! Да, спасибо вам большое за поздравления. Журнал существует с 2020 года. Именно с этого же года существует наша республика. И 100-летие ТАССР мы будем отмечать тоже в 2020 году. То есть мы такие близнецы-братья с нашей республикой. Очень приятное совпадение. И вообще вот это вот число, 20-й год. В 2020 году будет 100 лет журналу, в 2020 году будет 100 лет республики. И я, между прочим, 20-й редактор журнала «Татарстан». Вот она, магия чисел 2. Да, магия чисел. Что делается для того, чтобы, или какая-то уже работа пошла,
для того, чтобы отметить юбилей журнала? Юбилей журнала мы тоже приурочим к столетию республики, и мы сейчас началась работа по заполнению сайта «100 лет ТССР», и на этом сайте, это, конечно, еще пока только капля в море, он еще только начал заполняться, эти капли будут добавляться, и я думаю, к 2020 году это будет уже настоящее море информации, потому что за 100 лет произошло в нашей республике вообще масса событий, очень интересных. И творили эти события, всю эту большую историю, она как бы сотворена из маленьких историй каждого конкретно взятого нашего татарстанца. И вот помогают нам собирать такие истории. Это и большое им за это спасибо, низкий поклон. Это Госархив Республики Татарстан, это Национальный музей Республики Татарстан, это Институт истории, Институт энциклопедии. Большая работа уже началась, и финал этой работы мы увидим через 2 года. Да, через 2 года. То есть есть, конечно, злопыхатели, как в любом деле, которые в различных соцсетях пишут: ой, вот какая вот ерунда, типа не могут нормально переписать, пишут, как было там еще при царе Горохе, не могли, неужели, отредактировать, деньги на ветер и так далее. Ну вот всем отвечу раз и навсегда в вашей передаче, да, мы, конечно, можем и переписать, и переделать, и даже перефотографировать, но сами вы знаете, что будет, когда переписываем историю, да? Примеры далеко ходить не надо. Этот сайт и все архивные материалы, которые в нем есть, он ценен именно тем, что это вот в том первозданном виде, в каком есть. Это не художественная книга, это исторический сайт. Там документы, фотографии старые, там какие-то воспоминания, да? Ну, это как моду. Вот переделайте брюки-клеш на брюки-банан, получится у вас? Может и получится, но будет... Сами знаете что. Татьяна, вот во время подготовки к открытию сайта, запуску сайта, какая-то интересная информация о нашей республике появилась? Ну, мы, во-первых, сделали рубрику «Интересные факты», да, и вот специально штудировали много документов, чтобы в эту рубрику что-то интересненькое вытаскивать. Добавлю я кефир пока тут об истории. Опять размешиваем. Какой интересный факт, расскажите? Вот я вам даже зачитаю. Оказывается, у нас до начала Первой мировой войны в Сюкееве, это Тетюшский уезд, была создана с участием иностранного капитала английская компания «Казан Oilfields». В районе Сюкеева этой компании было пробурено несколько скважин, были обнаружены породы битумитозные, да, что, по мнению ответственного представителя компании Сеттерленда, доказывало наличие в этом районе многих миллионов тонн известняка, из которого можно получить не менее 5 миллионов тонн нефти. Вот это факты. Да. Сейчас глава Тетюшского района, представляете, побежал сейчас заключать договор. И еще было учреждено бельгийское анонимное общество конно-железных дорог и трамваев. Оно тоже у нас существовало до 2018 года, после чего было постановлением в ЦИК ликвидировано. И вот таких вот фактов очень много нарыли наши журналисты, и они постепенно будут появляться на сайте. Татьяна, вы заметили, да, что уже с начала 20 века иностранцы полюбили Татарстан? Да, да. Татьяна, орехи у нас готовы. Измельчил. Так, что еще? Давайте сделаем так. Я буду добавлять главное блюдо сухарники. Это сухари измельченные, да? А вы пока смазывайте вот так, сковородку. Форму, вот эта сковородочка подойдет, да? Смазывайте, да. 200 грамм. И только в последнюю очередь мы будем добавлять муку. Потом куда еще разрыхлитель для муки у нас есть. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот в создании сайта, в его работе сейчас обычный вот наш житель Татарстана может принять участие? Может, у кого-то есть интересные факты или какие-то документы, фотографии дедушки, известного купца, например? А как же? Как это можно передать? Обязательно. Скажите. Мы даже хотим сейчас там объявить конкурс, и у всех в доме сохранились какие-то воспоминания, фотографии, какие-то, может, документы, истории, легенды. Это же целых 100 лет, целый век, да? Чтобы они приносили нам в редакцию. Для этого на сайте есть телефон и электронная почта, куда все это можно отправлять. И таким образом мы вместе сделаем этот сайт, который будет, ну, не просто вот какой-то отчетный, да, не просто информативным, он еще будет полезным. Студенты, школьники, это для них вот благодаря информационным технологиям, это для них сейчас тот самый ресурс, где они могут
для своих рефератов даже найти, для своих дипломов найти какую-то информацию. Давайте сделаем этот сайт интереснее вместе. Вместе. На благо республики. Теперь добавляем муку, обязательно просеянную, 200 грамм. Так, добавляем разрыхлитель. 10 граммов. И орешки. Кстати, Татьяна, и зрителям хочется сказать, ведь 5 мая раньше всегда отмечали День советской печати. Да. Я, как журналиста, вас поздравляю. Но Спасибо сейчас праздник ушел, и всех журналистов нашей республики и России поздравляют с профессиональным праздником. Сейчас вот нет советской власти и нет праздника, да? Нет, праздник есть, их даже два. Во-первых, есть у нас День российской печати, зимой отмечается, а вот ближайший праздник – это 19 мая, День татарстанской печати. Тогда с наступающим. Как-то вот в редакции хотя бы отмечается у вас этот праздник? Ну, конечно, отмечается. Есть такой конкурс «Хрустальное перо», в котором участвуют все журналисты республики, и даже и не республики, сейчас уже он расширился, то есть присылают приезжают из других регионов? Из других регионов, да. Там несколько номинаций. Победители всегда получают хрустальное перо, такую статуэточку, а самый главный победитель, он получает машину. Как говорил Якубович, автомобиль. Наше тесто готово. Готово. Мы сейчас его отправляем на сковородочку, выкладываем. Давайте вы, потому что она тяжелая. И его так надо разровнять. Украшать сахарной пудрой мы будем ее уже после духовочки. Да, когда... Сколько по времени она готовится у нас? При 180 градусов готовится 40-45 минут. Все, готово. Отправляем сухарник в духовочку. Ждем 45 минут. А для наших зрителей пройдет мгновение. Мы накроем на стол и попробуем оба наших блюда. Сухарник. Яйца взбили венчиком, добавили сахар и ванилин. Затем влили кефир и перемешали. В яично-кефирную смесь всыпали панировочные сухари, затем муку и разрыхлитель. Далее в тесто добавили орехи и хорошенько перемешали. В смазанную растительным маслом форму выложили подготовленное тесто. Разровняли и отправили в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Перед подачей сухарник посыпали сахарной пудрой. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте, готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Ну и, конечно, не забываем подписываться на наш вкусный канал на YouTube. Татьяна, посмотрите, какой праздничный стол красивый у нас, приуроченный к столетию, скором юбилее журнала «Татарстан» и, конечно же, столетию ТА СССР, со дня образования ТА СССР. Вот, кстати, про сайт ТА СССР еще добавлю. О его уникальности. Специально хотела зачитать, да, и вот у нас тут такой стол, а вот как это происходило в 2020 году. Это архивный документ сайта? Архивный документ, приглашение. Прям зачитаю, чтобы вам слог был понятен. В пятницу, 25 июня, в 3 часа дня в Красноармейском дворце устраивается банкет по случаю объявления автономной Татарской социалистической советской республики. На каковой банкет вы настоящим приглашаетесь. Председатель губисполкома Ходоровский. Вот эти ценные документы, интересные материалы, все они есть на сайте, поэтому, друзья, читайте и рассказывайте друг другу. Ну а мы приступаем. Возьмем ложечку, вернее вилочку и ножик и попробуем баранью ножку, приготовленную по простому, кстати, рецепту. Внимание! Барабанная дробь. Как я понимаю, всех мужчин, которые любят мясо. Очень вкусно получилось. Самое главное, настолько простой рецепт и такой вкусный финал. Друзья, это блюдо достойно лучших банкетов, таких как, например, юбилей журнала «Татарстан». Спасибо. Ну и, конечно, очень хочется попробовать наш десерт, блюдо, которое мы впервые готовили тоже на нашей кухне. Сухарник. Сухарник. Вот такой красивый у нас получился, всего лишь за 40 минут. Посыпали мы его пудрой немножечко. И сейчас с вкусным татарским чаем. Вещь. Это вещь. Татьяна, на этом наши кулинарные приключения на сегодня закончены. Финал получился вкусным, красивым. Вам желаю вдохновения всей редакции
большой от нас привет. А всех остальных приглашаю на сайт 100 лет ТАССР. Давайте будем творить историю вместе. Ну и, конечно же, не забывайте читать только достойные издания, которые приносят что? Хорошее настроение и дают вам максимум полезной и правильной информации. Смотрите нас на канале ТНВ. Сау болуңыз, достар. Пока-пока. Faydalı